Государство успешно борется с российской пропагандой? Сейчас очень сильно поменялась тактика действий Москвы и пророссийских сил в Молдове. И появляется очень много так называемых инфлюенсеров, в ТикТоке в особенности, которые за деньги способны продвигать любые нарративы. Есть некоторые горячие головы среди молдавских политиков, которые говорят, что нужно запретить, к примеру, ТикТоку в Республике Молдова. И я не удивлюсь, если в преддверии выборов будет какая-то такая инициатива. Нужно понимать, что с дезинформацией мы не сможем никогда покончить. Этот феномен будет существовать и после нас, да, и был до нас. Абсолютно точно можно предсказать, даже не надо быть аналитиком и экспертом, чтобы предсказать, что это будет поводом для очередной дезинформационной кампании. Некоторые из людей, которые находятся во власти, мне кажется, они немножко ушли от реальности. Все будут знать, что публичный телеканал «Молдова-3» ему сразу уже поставили ярлык как пропагандистский провластный канал. Есть много вопросов к правящей партии, в том числе по доступу к общественно значимой информации. И не надо путать свободу выражения мнений с необходимостью защитить свое информационное пространство от внешнего влияния. То есть получается, что России как бы особое телевидение здесь уже не нужно. Они могут это все распространять через социальные сети. Это ТикТок, Фейсбук, YouTube. Большинство людей не смотрит телевизор. Вы когда последний раз смотрели телевизор? Эффективность управления публичными деньгами на этом телеканале вызывает большие вопросы. Но есть еще одна проблема. Это проблема общественной телерадиокомпании, которая фактически, попав в руки ОПГ «Шор», сегодня используется как инструмент по распространению дезинформации. В принципе, этот телеканал был полностью захвачен. Я для себя сделал вывод, что это вообще не общественная телекомпания. Если бы это зависело от меня, я бы отозвал лицензию этому телевидению. Недавно вы не были так категоричны, мне кажется. Да, потому что ситуация ухудшается, к сожалению. Да. Это не журналистика, если какой-то человек, который заявляет, что он журналист, и он работает для политиков. Изначально мы голосуем за проевропейских политиков, потом нам что-то не понравилось, мы голосуем за пророссийских политиков. Нужно понимать, что и это в принципе, основная проблема Республики Молдова. У нас нет национальной идеи как таковой. Если бы евроинтеграция была национальной идеей большинства, критической массы молдаван, я не знаю, 80-85%, ситуация была бы гораздо лучше. А мое ощущение заключается в том, что кардинальная власть, скорее всего, не поменяется. Ну, сейчас обвинят нас в том, что мы туда проплаченные, провластные. Ну, нам не привыкать больше. Приветствую вас, друзья. Это очередной выпуск программы «Цена свободы плюс», интервью, где мы с различными людьми, интересными гостями говорим о судьбах страны, если так можно сказать. Сегодня у нас в гостях Петр Маковей, директор Ассоциации независимой прессы. Приветствую вас, господин Маковей. Здравствуйте. Мы находимся в логове свободной прессы Республики Молдова, нет? Конечно, да. Это офис Ассоциации независимой прессы. Все журналисты, которые делают независимый медиапродукт, всегда мы рады их принять и даже проводим разные мероприятия для журналистов здесь. Ну, давайте не будем скрывать, что вы директор, а я как бы на следующие 2 года или еще на год председателя, получается, да? Да, есть небольшой конфликт интересов. Есть небольшой конфликт интересов, да. Ну, мы здесь просто говорим о состоянии прессы, может, и не только о состоянии прессы, поэтому можем себе позволить. Не будем позволять этому конфликту интересов повлиять на наш разговор. Да. Как вы оцениваете состояние прессы, господин Маковей, в Республике Молдова на сегодняшний день? Ну, можно говорить об этом с разных точек зрения. Мне кажется, что за предшествующие несколько лет ситуация улучшилась в том плане, что свобода для журналистов стала больше. Независимые, и я опять же подчеркиваю, речь идет о журналистах, которые делают свою работу, которые соблюдают деонтологический кодекс, которые не подпадают под влияние каких-то политических сил. И это показывает и результаты разных индексов, которые делаются и в стране, и за рубежом. Напомню, в прошлом году, в 2023 году, Республика Молдова сделала большой скачок в области свободы прессы в нашей стране. Сейчас, последний год, мы немножко на 3 пункта сдали свои позиции, но все равно ситуация значительно лучше, чем в других странах, если, опять же, мы будем сравнивать ситуацию в Молдове с ситуацией в других постсоветских странах.
новых демократиях. Я даже недавно был на одной конференции в Риге и представлял ситуацию со свободой прессы в Республике Молдова. Коллеги из других стран, как, к примеру, Узбекистан, Таджикистан или даже Армения и Азербайджан, они, конечно же, с большой долей зависти говорили о том, что ситуация в их странах значительно хуже, чем в Республике Молдова. Даже в Армении? Конечно, да. Да, потому что ситуация влияния пророссийских СМИ в Армении сохраняется. В нашей стране в последние несколько лет были предприняты какие-то меры для очистки информационного пространства. Некоторые говорят об этом, якобы речь идет о цензуре. Это ни в коем случае не цензура, и не надо путать свободу выражения мнений со свободой, с необходимостью защитить свое информационное пространство от внешнего влияния. Я понимаю, что некоторые коллеги, с позволения сказать, которые работают для политиков, хотя я считаю, что это не только я считаю, это прописано в Деонтологическом кодексе, это не журналистика, если какой-то человек, который заявляет, что он журналист, и он работает для политиков, это немножко другое действие, чем журналистика. Они по-прежнему кричат о том, что в Молдове цензура. Некоторые из них даже организовывали протесты в Брюсселе или в других городах Европы для того, чтобы обвинить правящую партию. Есть много вопросов к правящей партии, в том числе по доступу к общественно значимой информации, но объективно, если судить объективно по ситуации с свободой средств массовой информации, свобода стала больше в последние годы. Ситуация очень далека от идеала, нужно признать это. Есть очень много проблем с атаками на журналистов, они продолжаются, к сожалению. Но если сравнивать ситуацию Молдова 2025 с ситуацией Молдова 2020, то ситуация значительно лучше. Хорошо, вот вы упомянули российское влияние. А свободу СМИ, я так понимаю, что вы российское влияние каким-то образом увязываете со свободой СМИ? Или как это вообще работает? Потому что есть российская пропаганда, которая в странах постсоветского пространства пытается доминировать в информационном пространстве и практически даже вытеснить свободную прессу. И как это влияет на свободу СМИ? Если влияет. Конечно же, влияет. Мы понимаем, что... Потому что все рассматривают свободу СМИ, это чтобы не было давления со стороны власти. Но вы вводите новый элемент, правильно ли я понимаю? То есть, влияние российской пропаганды и России, да, на постсоветском пространстве тоже, с вашей точки зрения, сказывается на свободе СМИ, или я не вас не Нужно понимать, что журналистика не может существовать вне контекста, в котором мы с вами делаем свою работу. Да. Республика Молдова является страной, которая очень сильно подвержена российскому влиянию, и это не сегодняшние реалии, это реалии с начала 1991 года, когда страна стала независимой. Но тот факт, что через так называемые средства массовой информации продвигается пропаганда иностранного государства, которое, в принципе, направлено на то, чтобы демократические принципы нашей страны и сами демократические процессы были сведены к нулю, это является доказательством того, что ситуация на медиарынке, она очень сильно подвержена этому влиянию. Соответственно, если мы говорим о том, что еще 2 года назад было большое количество СМИ, телеканалов в основном, которые либо выполняли указания Москвы, либо являлись собственностью людей, которые тем или иным образом были, опять же, подконтрольны Кремлю и российскому режиму, то это как раз доказывает то, что ситуация на медиарынке была ненормальная, и она, в принципе, свобода как таковая, средства массовой информации, она была подвержена этому влиянию. Именно с этой точки зрения ситуация сейчас, медиарынок сейчас в Молдове гораздо чище, будем так образно говоря, образно выражаясь, чем он был еще 3 года назад. 3 года назад было влияние Плохотнюка, режима Плохотнюка, то есть был местный режим. 3 года назад мы говорили о том, что у нас, в принципе, есть 2 вида пропаганды. Это внешняя пропаганда и внутренняя пропаганда. И как раз во время Плохотнюка ситуация была еще хуже, чем могла быть, потому что была чуть больше, чем 3 года назад, 2019 год. Ага. Просто чтобы уточнить. Да. Согласен.
Хорошо, а вы считаете, что государство успешно борется с российской пропагандой сегодня? Нет, я считаю, что государство в определенной степени делают только полушаги, а не конкретные шаги для того, чтобы искоренить эту пропаганду. Мы понимаем, что те меры, которые предпринимают, по большому счету, это та же ситуация, как с реформой юстиции. У нас якобы проводятся реформы, не первый раз, не первая реформа проводится. Реформа не первой свежести. Да, да. И с тем же, в принципе, успехом. Результаты не очень ощущаются, и это может сказать любой из тех людей, которые сейчас смотрят нас и видят нашу с вами дискуссию. Та же самая ситуация с борьбой с пропагандой. Принимаются какие-то меры, но по большому счету есть ситуация, когда отсутствие координации разных публичных учреждений приводит к тому, что по большому счету у нас с вами ситуация не очень сильно меняется. Приведу пример. Мы очень долго боремся за то, чтобы в нашем законодательстве были конкретные нормы для того, чтобы публичные личности, повторюсь, личности, которые имеют или публичную должность, или являются, я не знаю, инфлюенсерами и могут влиять на массы людей, чтобы они отвечали по закону, если они распространяют заведомо, повторюсь, фейковую информацию для того, чтобы повредить национальной безопасности или для того, чтобы сеять панику. Пример. Это недавно закон, это вы о нем говорите? Проект закона, который отозвали, который развален. Я по большому счету не согласен со многими коллегами даже из гражданского общества, которые критиковали очень сильно этот закон. Я считаю, что это были необходимые меры, но нужно было доработать очень сильно этот закон для того, чтобы было понятно, кто именно подпадает под физические лица, которые подпадают под этот закон, и самое главное, кто будет принимать решение. Если мы оставляем это на решение я не знаю, на уровне какого-то обычного полицейского, который не может понимать нюансы, что является информацией объективной, что является пропагандой, это огромная проблема. Но по большому счету, повторюсь, ситуация в Молдове не улучшается, в том числе потому, что не предпринимаются дополнительные меры для того, чтобы люди, которые заведомо ложные нарративы распространяют с целью повлиять на демократические процессы, они не наказываются. Я приведу вам пример депутата Марина Таубер, которая в 2023 году, в апреле 2023 года созвала пресс-конференцию и сказала, что вот на пасхальные праздники у нее есть абсолютно точная, верная информация, что солдаты НАТО переодетые 10 тысяч солдат НАТО, переодетые в форму молдавских полицейских и молдавских военных, они вторгнутся в Республику Молдова и вступят в войну России против Украины на стороне Украины. Она даже говорила, что 3000 гробов якобы готовятся, потому что будет очень большое кровопролитие. Конечно же, любому здравомыслящему человеку понятно, что это фейковая информация, но очень многие люди, подверженные панике, люди, которые не имеют какого-то медиаобразования, которые не понимают контекста всех этих заявлений, они поверили этому. И вопрос у меня такой: а что случилось с госпожой Таубер именно поэтому? У нее там масса других проблем и дел, но именно по этому конкретному случаю дезинформации, явной дезинформации, для того, чтобы повлиять на безопасность нашей страны, что с ней случилось? Ничего с ней не случилось. Она была вызвана в прокуратуру, она там или отказалась сделать заявление, или сказала, что не будет раскрывать своих источников, и по большому счету ничего такого с ней не было. То же самое, в тот же самый период, 2023 год, в Румынии сейчас депутат Европарламента Диана Шошак сделала в принципе точно такое же заявление на одном телеканале, называется Нашул ТВ, это телевидение. Она сказала, что прямо сейчас, то есть в пасхальные праздники, НАТО из Румынии завоевывает Гагаузию, завоевывает Приднестровье для того, чтобы вступить в войну. Что с ней случилось? Ничего. С телеканалом случилось, потому что мы подали не заявку, мы подали жалобу на этот телеканал. Нашу ТВ из Румынии, да? Да, на Нашу ТВ из Румынии в Совет по аудиовизуалу в Румынии, и он был наказан штрафом 3000 румынских лей. Но с самим депутатом,
с людьми, которые распространяют эту дезинформацию, повторюсь, явную дезинформацию, специально придуманную для того, чтобы повлиять на безопасность и демократические какие-то процессы и сеять панику, с ними ничего не случилось. С этой точки зрения я считаю, что действия, которые предпринимаются в нашей стране, являются полумерами по большому счету. Ну хорошо, вот коллеги, с которыми, судя по всему, вы не согласны, коллеги из гражданского общества, утверждают, что это очень опасный прецедент, если будет принято такое законодательство об ответственности об ответственности в отношении людей, распространяющих открытую дезинформацию, то это может сработать бумерангом в случае смены власти. И, допустим, если придет власть не очень дружественная демократия, они могут использовать этот закон для того, чтобы устроить, ну, скажем так, охоту на ведьм среди журналистов, среди гражданского общества и так далее. Что вы на это ответите? Ну, Михаил, если у нас будет смена власти, как говорил один из бывших председателей парламента Республики Молдова, его звали Дмитрий Моцман, как он говорил, если все изменится на 380 градусов, то, скорее всего, очень многие законы, которые принимаются, которые сейчас принимаются, и многие институции, тот же Центстатком, они будут просто-напросто ликвидированы. Ну, во-первых, нужно думать о том, чтобы создавать законы, которые могут быть полезным обществу на долгие годы. Я согласен с коллегами, которые говорят, что сам текст закона, он был плохой, его нужно доработать. Повторюсь, моя мысль заключается в том, что государство обязано принять дополнительные меры для того, чтобы физические лица. Моя мысль заключается в том, что речь идет о физических лицах, которые имеют какую-то должность, публичные лица или инфлюенсеры, они должны за это отвечать. Как процедуру, кто это должен делать и когда именно может наступить наказание, за какие именно действия, это, конечно, нужно над этим работать. С этой точки зрения, я повторюсь, нужно было доработать этот законопроект, но в итоге он был снят с повестки дня. Посмотрим, что будут делать дополнительно власти для того, чтобы попытаться все-таки призвать к ответственности людей, которые... А у нас масса таких людей. Сейчас очень сильно поменялась тактика действий Москвы и пророссийских сил в Молдове. Сейчас они все меньше ставят акцент на заявлениях, я не знаю, того же Додона, Цирдя, Шора или, я не знаю, других явных пророссийских представителей тут в Молдове. Они понимают, что они очень мало кредибельны, очень мало доверия к ним. И если появляется Додон с какой-то очередным заявлением о якобы милитаризации или другой брехне, которую он там придумывает, то изначально доверие к нему 0 или 0,5%. Соответственно, они думают над тем, чтобы привлечь к этим процессам для того, чтобы продвижение пропаганды людей, которые не являются явным политическим таким отпечатком. И появляется очень много так называемых инфлюенсеров, в ТикТоке в особенности, которые за деньги способны продвигать любые нарративы, и это показывает и ситуация в нашей стране, и недавние выборы, которые были отменены в Румынии. Да. То есть ситуация очень сильно меняется. Вот в этом контексте. Вот я буквально сейчас, буквально пару дней наблюдаю за то, как и как бы с удивлением для себя обнаружил, что очень много контента, касающегося Республики Молдова, с комментариями, ток-шоу, интервью и так далее, появилось в Москве. Да? То есть граждане Республики Молдова, которые переехали в Москву, их знают в Республике Молдова, и оттуда производят контент. И в данном случае нет необходимости Игорю Додону распространять дезинформацию, потому что там есть люди, которые за него это делают. Он здесь защищен, ему нет необходимости подставлять себя и так далее. И мы видим, что таких людей появилось очень много. И, насколько я понимаю, они раньше работали на молдавском телевидении, не буду называть их имена, теперь они переехали оттуда вещают. То есть получается, что России как бы особое телевидение здесь уже не нужно, они могут это все распространять через социальные сети. Это TikTok, Facebook, YouTube. Как с этим быть?
Ну, я соглашусь с вами, что очень многие люди, более или менее известные, которые работали тут в Молдове на пророссийских телеканалах, Да. сейчас и работают в Москве за деньги Шора. И Кремля, да, да, давайте. да, через Илона Шора Да. это все проплачено, и это все понятно, что они являются рупорами Москвы. И да, они распространяют этот контент через соцсети и очень сильно продвигают эти соцсети. Методов эффективной борьбы с этим очень мало на данный момент. И есть некоторые горячие головы среди молдавских политиков, которые говорят, что нужно запретить, к примеру, ТикТоку в Республике Молдова. И я не удивлюсь, если в преддверии выборов будет какая-то такая инициатива для того, чтобы обезопасить выборы, потому что через ТикТок идет основной поток дезинформации сейчас. И с другой... TikTok набирает популярность. Да, и набирает популярность. С другой точки зрения, в самой компании TikTok, потому что мы как организация пытаемся с ними наладить контакты для того, чтобы обратить внимание на фейковый контент, который там есть, они все более или более настроены на координацию своих действий и открыты для сотрудничества. Я не уверен, что по большому счету это очень сильно изменит ситуацию, потому что алгоритмы ТикТока так устроены, что информация, которая более или менее популярна, становится еще более популярной. Мы будем настаивать на том, чтобы большие компании, как то TikTok и Telegram, и YouTube, и другие, Facebook уже имеет какие-то правила. Да, какие-то правила пользования контентом, для того, чтобы эти большие компании имели какие-то дополнительные рычаги для того, чтобы повлиять на медиаобразование граждан. К примеру, на том же там ТикТоке они могли бы через какое-то время, если, допустим, я пользуюсь ТикТоком, и после первых 5 минут может вывести какую-то информацию относительно дезинформации, с тем, чтобы человек мог бы посмотреть какую-то дополнительную информацию на эту тему. В июне в Кишиневе пройдет большая конференция с участием представителей этих биг-тек компаний в надежде на то, что мы сможем поговорить о том, как можно обезопасить медиапотребление среди молдавских жителей, учитывая то, что Молдова не является членом Евросоюза. В Евросоюзе есть сейчас принимаются дополнительные меры для того, чтобы обезопасить потребление этих самых больших компаний. Если они не согласятся, тогда им грозят большие штрафы. В случае стран, которые не являются членами Евросоюза, ситуация немножко хуже. Но учитывая то, что Молдова является страной кандидатом в члены Евросоюза, очень хорошо продвинулись по пути вступления в Евросоюз, скорее всего, для Молдовы тоже будут введены в действие какие-то дополнительные механизмы для того, чтобы обезопасить демократические процессы и граждан Республики Молдова от дезинформации. Ну, хорошо, а вот что делать с российской дезинформацией, которая полна? То есть даже если предположить, что возвращаясь к закону, который предлагали, да, о наказании лиц, откровенно распространяющих дезинформацию. Человек находится в Москве, производит контент оттуда. И таких людей там очень много. И в последнее время мы видим, что их становится все больше и больше. Да? Они распространяют ложь откровенную. Допустим, этот закон принят. Как достучаться, как сделать так, чтобы эти люди... Потому что они сидят в Москве, они там в безопасности. То есть молдавские правоохранительные органы не могут до них добраться. И они могут находиться там бесконечно и бесконечно толкать и продвигать эту дезинформацию через тот же... Там YouTube запрещен, но здесь-то он не запрещен. Да? Да, это, конечно, создает дополнительные проблемы, и нужно думать, как разработать механизмы, по которым можно будет блокировать
какую-то часть этой информации. Во-вторых, даже тот факт, что будут возбуждены какие-то процессы, уголовные или административные процессы против некоторых людей, которые распространяют дезинформацию, это тоже послужит в какой-то степени сигналом для определенной категории людей о том, что эта дезинформация и потреблять ее, скорее всего, не стоит. Но это не исключает необходимости большей оперативной информации со стороны государственных институций, публичных органов власти в нашей стране для того, чтобы уменьшить риск дезинформации. И именно для этого был создан Центр стратегической коммуникации и борьбы с дезинформацией «Стратком», для того, чтобы координировать эту стратегическую коммуникацию внутри Республики Молдова с той целью, чтобы граждане понимали, какие могут быть угрозы дезинформации и не потребляли информацию, которая наносит вред. И как вам кажется, у Страткома получается? Я бы сказал, что, скорее всего, это тоже скромные результаты у Страткома, и в определенной степени... Вы член наблюдательного совета, да, или как? Я член наблюдательного совета от гражданского общества, там всего 11 членов этого наблюдательного совета. Мы даем какие-то рекомендации для того, чтобы улучшить эффективность этого органа. Она достаточно скромная на данный момент, в первую очередь потому, что очень мало подготовленных кадров, людей, которые могут анализировать информацию. Я абсолютно уверен, в принципе, это прописано в законе, что основная ответственность этого центра заключается в координации. А что значит координация? Что, они раздают какие-то рекомендации СМИ или как это? Нет, они не занимаются этим, и неправильно считать, это тоже является частью российской пропаганды, что вот через Стратком идет какая-то цензура. Этого не происходит, но с другой стороны Стратком дает журналистам информацию, которая может послужить для лучшего понимания контекста. Сам Стратком создан для того, чтобы координировать работу государства, государственных органов в так называемой стратегической коммуникации. К примеру, если мы говорим о вызовах, которые стоят сейчас перед страной в контексте предполагаемых кампаний по дезинформации. Допустим, скоро у нас будет 9 мая, да. 80 лет с окончания Второй мировой войны. Да. Абсолютно точно можно предсказать, даже не надо быть аналитиком и экспертом, чтобы предсказать, что это будет поводом для очередной дезинформационной кампании со стороны Российской Федерации и пророссийских партий и активистов тут в нашей стране. Соответственно, государственные органы власти должны предпринять информацию, действия профилактического характера для того, чтобы люди были больше информированы о ситуации с этой войной, о том, кто и как участвовал в свержении нацистской Германии, какова была роль России, Советского Союза, и речь не о России, и тогда, и чтобы предотвратить damage, урон. Да, большой урон, который может принести, или уменьшить влияние этой дезинформационной кампании, потому что нужно понимать, что с дезинформацией мы не сможем никогда покончить. Этот феномен будет существовать и после нас, да, и был до нас. И не только в Молдове, во многих странах, во всех странах мира, по большому счету. Но мы можем принять действия для того, чтобы уменьшить влияние этой дезинформации, чтобы как можно меньше людей были подвержены этой дезинформации. Стратком, и насколько я знаю, они предпринимают конкретные действия, в том числе для большего информирования людей, к примеру, относительно депортации, которые были в Республике Молдова, или голода, который был в некоторых регионах Республики Молдова, в том числе в Гагаузской автономии. То есть нужно больше заниматься информированием для того, чтобы люди понимали, что когда придет время и будет какой-то дезинформационный нарратив, чтобы люди понимали, что это не является реальностью, а выдуманная какая-то псевдореальность. С другой стороны, насколько я понимаю, Стратком занимается подготовкой коммуникаторов, людей, которые работают в разных и ответственны за публичную коммуникацию в других публичных институциях, для того, чтобы они более оперативнее
реагировали на разного рода вызовы в информационной среде. С состоянием местной прессы, потому что API в основном объединяет, ну, скажем так, региональные местные редакции. Есть, конечно, из Кишинева очень много редакций, да, но очень много редакций, которые в регионах. Очень актуален вопрос последние, ну, я так понимаю, что он всегда был актуален, вопрос устойчивости СМИ. Да. Сегодня свободная пресса в Республике Молдова существует, ну, исключительно за счет грантов. Если бы не гранты, и как бы все это признают, в Республике Молдова, наверное, не было бы свободной прессы. И гранты из-за рубежа, это Европейский Союз, это Соединенные Штаты Америки. После решения недавнего новой администрации США часть американских денег ушло из рынка, да, но как бы часть осталась, часть ушла. Вот что с этим? Вот представить себе, что в один день донорская поддержка исчезает, и в Республике Молдова, получается, не останется свободной прессы, как вы это видите? Ну, если представить себе, что завтра, допустим, исчезнет донорская помощь, скорее всего, это очень негативно отразится на 95% независимых средств массовой информации. Маленькая толика из них останется, потому что они успели отработать какие-то механизмы для того, чтобы повысить свою устойчивость. Но когда мы говорим об устойчивости СМИ, нужно это очень сильно связать, это очень сильно связано с ситуацией в экономике страны. Да. Если бы в Республике Молдова была более сильная экономика и более сильный рекламный рынок, тогда эта зависимость независимых СМИ не стояла так остро. Да. С другой стороны, есть сейчас и развиваются, хотя с разным успехом развиваются некоторые коллеги из разных средств массовой информации, в том числе на местном уровне, пытаются развивать какие-то дополнительные механизмы зарабатывания денег. Они сейчас организовывают и какие-то ивенты, они делают и фандрейзинг другими способами, и у некоторых есть появляется проплаченный контент, но это все очень сильно связано с обычаями потребления СМИ информации в нашей стране. Люди не привыкли за это платить, да. И, соответственно, это будет очень трудно, нужно приучить людей к этому. В местной прессе Республики Молдова всегда была большая проблема с кадрами, и она остается. Особенно в некоторых регионах у нас вообще табула раса, по большому счету, никакого средств СМИ там нету, ни газеты, ни даже сайта, или тем более телевидения и радио. Напомню, в прошлом году в нашей стране начал действовать закон о субсидировании средств массовой информации. Он как раз направлен для того, чтобы решить некоторые проблемы, касающиеся устойчивости. Этот закон тоже долго критиковали некоторые оппоненты нынешней власти и наши оппоненты, потому что мы как ассоциация долго продвигали этот закон по примеру балтийских стран, где есть такие фонды, которые решения в этих фондах принимают не правительство, не парламент, а пул экспертов, которые отбираются на транспарентной основе и которые понимают, что такое рынок СМИ, как его нужно развивать. В этом году, насколько я понимаю, через некоторое время, через 2-3 недели, Министерство культуры, которое является центральным органом власти, ответственным за публичные политики в области СМИ, объявит первый такой грантовый конкурс. У нас большие проблемы к парламенту, вопросы к парламенту, потому что изначально мы предполагали, что в законе будет прописана конкретная сумма, которая будет выделена из публичных денег для проектов в области СМИ. К сожалению, парламент не утвердил сумму. Сейчас речь идет, насколько я понимаю, о очень скромной сумме в 5 миллионов леев. Мы предполагали, что эта сумма будет хотя бы в 6 раз больше, для того, чтобы, учитывая то, что средства массовой информации имеют разный формат, соответственно, разные затраты на продукты, будем в дальнейшем дискутировать и настаивать на том, чтобы этот фонд был увеличен для того, чтобы, исходя из конкретных приоритетных тем,
а ежегодно Министерство культуры, вернее, Совет экспертов при Министерстве культуры будет решать, какие области являются приоритетными в определенный год, и чтобы наши коллеги из средств массовой информации смогли подавать проекты. Этот фонд будет поддерживать развитие местных средств массовой информации, в том числе будет поддерживать развитие расследовательской журналистики в нашей стране, для того, чтобы СМИ, которые дают публично значимую информацию, они тоже, которые имеют очень большую роль в развитии молдавской демократии, чтобы они могли развиваться дальше. Ну, хорошо, получается, что раньше одна из самых успешных моделей финансирования СМИ – это была реклама. Реклама сокращается, вернее, она не то чтобы сокращается, просто большие компании, тех-компании, социальные сети, они как пылесос, получается, всасывают в себя весь рынок рекламы по всему миру. И поэтому СМИ лишаются львиной доли своих доходов. Ну, грубо говоря, в нулевые, в 90-е иметь газету, допустим, это все равно, что иметь лицензию на печатание денег, грубо говоря, да, как бы, и это было справедливо не только для больших изданий зарубежных, но в том числе и для Республики Молдова, потому что местные издания в 90-е годы, ну, извините за такое выражение, были в шоколаде, если так можно сказать. И местное телевидение тоже, да, то есть как бы они только на одной бегущей строке зарабатывали очень много денег на объявлениях, рекламе и так далее. Все это исчезло после того, как стали популярны социальные сети. Люди платить за контент не любят, то есть модель подписок тоже как бы не очень работает. Мы что, возвращаемся или входим в эру, где СМИ смогут существовать только при поддержке государства, как вы это видите? Ну, я не соглашусь с вами, Михаил, относительно того, что СМИ были в шоколаде. Насколько я помню, ситуации в 90-х годах всегда была проблема относительно финансирования на долгосрочную перспективу. Да, было много рекламы в печатных средствах массовой информации, и местные телевидения также имели большие финансовые потоки от этого, но они никогда на моей памяти не было ситуации, когда местные, в особенности местные средства массовой информации могли себе позволить очень дорогостоящие проекты по развитию. Всегда была проблема, что они покрывали свои расходы, были какие-то деньги на развитие, но они не были такими большими. Сейчас ситуация наоборот складывается, денег не хватает даже на покрытие основных расходов, в особенности, как мы с вами ранее говорили, после того, как некоторые доноры решили приостановить финансирование проектов в этой области. Частично, да. С другой стороны, это как раз является ситуацией, когда медиа-менеджеры, а мы с вами должны говорить и о том, что мы никак не развивали в последнее время в принципе медиа-менеджмент как основную составляющую развития. Вы думаете, в этом проблема? Потому что, мне кажется, проблема в том, что денег нет на рынке. Ну, для того, чтобы заработать деньги, нужно, чтобы были менеджеры, которые знали, как это делать. Та ситуация, о которой вы говорите, о том, что большие компании, как то YouTube или другие, они, в принципе, берут все деньги от СМИ, она в Европе в некоторой степени решена. Я думаю, что в Республике Молдова тоже мы придем к тому, что будут законы обязательные для больших компаний с тем, чтобы они делились рекламными доходами от контента, который у них есть на их сайте, на их платформах. Но это, скорее всего, ситуация средней дальности перспективы, потому что на данный момент в Республике Молдова есть проблема существования или закрытия многих средств массовой информации. Сейчас нужно решать этот острый вопрос, а потом продолжать дискуссии, в том числе с участием европейских коллег, Еврокомиссии, для того, чтобы нормы, которые есть в Евросоюзе, распространялись и на Республику Молдова, а в Европейском Союзе те же самые сайты, информацию, которые берут большие сети с сайтов, они начинают получать какие-то доходы. И в Республике Молдова есть не очень, я бы сказал, очень
удачные. Есть много примеров, когда некоторые средства массовой информации начинают получать доход от своего присутствия в социальных сетях, от того, что они там имеют большую аудиторию. Это, конечно же, не те деньги, которые нам бы хотелось, и эти доходы не позволяют говорить об устойчивости, финансовой устойчивости СМИ в Молдове, но нужно это развивать, и нужно стимулировать инновативный подход к этому. С одной стороны, с другой стороны, нужно, чтобы государственные структуры тоже были привлечены к тому, чтобы надавить на большие компании с тем, чтобы они делились доходами. Возвращаясь немножко на пару шагов назад, важный вопрос, и он касается, в принципе, чего? Ну, к примеру, в республике, допустим, да, в республике Молдова меняется власть. Дошли ли мы до той ситуации, когда те преобразования, которые которых мы добились в республике Молдова, в области демократии, в области свободы СМИ и так далее, да, чтобы они стали необратимыми? Потому что вот мы видим, допустим, заявление того же Игоря Додона, что они готовы принять закон об иностранных агентах. Да? Мы понимаем, вот коллеги из гражданского общества переживают, что вот все меры, которые нынешняя власть примет, и часть которых вы поддерживаете, ну, допустим, да, проект закона, который был отозван о том, чтобы наказывать людей за дезинформацию, к примеру, да. Эта боязнь связана с чем? Она связана с тем, что если меняется власть, оппозиция, а у нас оппозиция практически вся, ну, она пророссийская, да, и она как бы смотрит на Россию, она смотрит на те практики, которые там, да, в частности, заявление Игоря Додона про закон о иноагентах, это про это, да, что они приходят к власти, и это все сворачивается, грубо говоря, вся демократия сворачивается, вся свобода прессы сворачивается и так далее. У вас есть такое ощущение, что в случае смены власти на пророссийскую это все свернется, схлопнется, или мы дошли до определенного, скажем так, момента, когда это уже невозможно отыграть назад? Нет, конечно, мы очень далеки от того момента, когда принимаемые сегодня решения можно гарантировать, что они будут необратимы на долгосрочную перспективу. С другой точки зрения, я не исключаю, что в случае кардинальной смены власти в Республике Молдова будут попытки изменить некоторые законы и некоторые практики демократические, которые помогли развивать в определенной степени СМИ, с одной стороны, и бороться против дезинформации, с другой, могут быть изменены. Посмотрите, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Ну, да. В то же время, опять же, Страна с устойчивой демократией. по примеру Соединенных Штатов Америки, они могут, конечно же, предпринять такие попытки. Заявление Додона о законе об иноагентах, это, конечно же, это популистское какое-то заявление, которое направлено в первую очередь на его конкретный электорат, который он держит как бы и этими самыми разными, которые верят этим байкам и которые очень сильно нацелены на российскую пропаганду. Они могут, конечно же, попытаться это сделать. Не факт, что это им удастся, потому что есть и законодательные органы. Я надеюсь, что законодательные реформы, о которых мы с вами шутили в этой передаче, что они все-таки дадут свой результат, и будет очень трудно изменить какой-то закон. Есть и Конституционный суд, то есть это будет не так легко сделать. С другой стороны, мы должны понимать, что, и опять же, без того, чтобы агитировать за какую-то партию на эти выборы, нужно понимать, что Молдова нуждается в реформах, которые будут гарантировать развитие страны на долгую перспективу. Если мы будем заниматься, там, я не знаю, экспериментировать с политиками, которые изначально мы голосуем за проевропейских политиков, потом нам что-то не понравилось, мы голосуем за пророссийских политиков, нужно понимать, что и это в принципе основная проблема Республики Молдова. У нас нет национальной идеи как таковой. Если бы евроинтеграция была национальной идеей большинства, критической массы молдаван, я не знаю, 80-85%, ситуация была бы гораздо лучше. Сейчас именно не благодаря, из-за российской пропаганды в большинстве мы говорим о раздробленном обществе. Соответственно, можно играть настроениями людей для того, чтобы попытаться изменить
структуру власти, не то что структуру, демократический настрой и вектор развития нашей страны. Возвращаясь к вашему вопросу, да, есть большой риск, что некоторые реформы демократические, которые были предприняты в последние годы, они могут быть либо приостановлены, либо некоторые из них попытаются изменить. Все будет зависеть от того, как мы, как гражданское, как общество этой страны, как гражданское общество, и не только все люди этой страны, во-первых, будет зависеть, конечно, от результатов выборов, но будет, если допустить этот сценарий, будет зависеть от того, насколько мы сможем противостоять этому желанию изменить ситуацию в нашей стране. Ну, по моим ощущениям, если кардинально поменяется власть, все очень быстро схлопнется. Как бы... И мы даже не сможем даже ничего сделать. Ну, это мое ощущение. А мое ощущение заключается в том, что кардинально власть, скорее всего, не поменяется. Ну, она поменяется, но не кардинально. Мы надеемся на это, да. Видите, тут сейчас обвинят нас в том, что мы тут это самое проплаченные, провластные. Ну, нам не привыкать больше. Да. Еще один вопрос. Русскоязычный канал вызвал очень много... Русскоязычный общественный канал, уточню, да, то есть как бы Молдова-3 на базе Телерадио Молдова, и там есть 2 телевизионных канала, Молдова-1, Молдова-2, и появилась идея открыть 3-й общественный канал, но на русском языке. Как вы относитесь к этой идее? Негативно мы высказывались против этой идеи. Мы считаем, что это будет разбазаривание публичных денег. Во-первых, неправильно считать, что вот все только и ждут представители национальных меньшинств или люди, которые привыкли потреблять информацию на русском языке, спят и видят, как откроется публичный канал, который будет представлять информацию, которую изначально будут все понимать, что это как бы мнение правительства или мнение власти. Это, конечно же, неправильно. Люди вообще неправильно считать, что инвестиция в публичный, в телеканал или тем более в публичный телеканал, это является хорошей инвестицией. У людей, повторюсь, привычки потребления медиа очень сильно изменились. Даже я вообще не верю опросам общественного мнения, которые показывают, что люди первое место занимают телевидение как... То есть вы не считаете, что... Я считаю, что, скорее всего, люди отвечают, привыкли, они как бы отвечают на вопрос оператора, который проводит исследование, они думают, что хотел бы оператор от меня услышать. И они говорят телевидение, хотя они не смотрят телевидение. Мы в рамках компании Stop False каждый день проводим мероприятия и общаемся с людьми, и первый наш вопрос – что вы потребляете, какое СМИ вы потребляете. Большинство людей не смотрит телевизор. Вы когда последний раз смотрели телевизор? Очень много людей не смотрят телевизор. И поэтому инвестировать публичные деньги в такой продукт, мне кажется, изначально плохая идея. Я даже посоветовал на одном мероприятии с участием, в том числе авторов этой идеи, я посоветовал, если есть какой-то донор, потому что они сказали, депутаты, что речь идет не о публичных деньгах, что это будет какой-то донорский проект. Я им посоветовал, если есть такой донор, подскажите ему, чтобы он вложил эти деньги в фонд субсидирования средств массовой информации для того, чтобы был отдельный конкурс на русскоязычный или гагаузскоязычный, болгары, на языки национальных меньшинств продукт. Потому что у нас в Молдове есть, я повторюсь, я уже эту идею говорил в этой передаче, есть масса людей, коллеги из средств массовой информации, которые пытаются адаптироваться к новым аудиториям, которые экспериментируют новыми продуктами. Давайте будем их поддерживать. Соответственно, мы сможем поддержать за эти донорские деньги большую часть журналистских коллективов, которые будут распространять эти самые продукты на разных аудиториях, потому что, извините, все будут знать, что публичный телеканал Молдова-3, ему сразу уже поставили ярлык как пропагандистский провластный канал. Соответственно, нужно быть очень наивным человеком, чтобы считать, что люди, которые подвержены дезинформации и которые по большому счету являются аудиторией пророссийских телеканалов или пропагандистов, поверят
этому новому телеканалу. Скорее всего, и мы это посоветовали, чтобы они отказались от этой идеи. И они откажутся? Я не уверен, потому что, к сожалению, некоторые из людей, которые находятся во власти, мне кажется, они немножко ушли от реальности и продолжают быть в своем каком-то, я не знаю, пузыре и не понимать, что для того, чтобы дать шанс информации объективной, чтобы она зашла во многие дома и компьютеры, телефоны людей, нужно иметь вообще другой подход. Это стандартный подход постсоветский, я бы сказал. Если бы с этой идеей они бы пришли, я не знаю, 10 лет назад, я бы сказал, это хорошая идея. Потому что, если помним, в 2014-2015 годах в Украине было запрещено все эти российские и каналы, и даже книги, и социальные сети, и т.д. и т.п. Тогда это могло бы быть каким-то решением. Сейчас поезд ушел очень далеко. А что могло бы быть решением для того, чтобы противодействовать российской пропаганде? Я уже говорил, Михаил, я считаю, что если нужно инвестировать больше для того, чтобы разные коллективы боролись за разные... Грубо говоря, создание маленьких мануфактур, которые будут заниматься производством контента. Именно так. Мне кажется, это лучшая идея, которая может в короткий срок дать какие-то реальные результаты. А мы еще будем год создавать этот телеканал. Потом искать людей, которые будут... Вы удовлетворены эффективностью Молдова-1 сейчас, телерадио Молдова? Я считаю, что она относительная. С одной точки зрения, я считаю, что контент улучшился. Но эффективность управления публичными деньгами на этом телеканале вызывает большие вопросы. И даже вот есть разные обвинения нынешним руководителям телекомпании «Телерадио Молдова» в том, что они разбазаривают публичные деньги. Я не видел, чтобы, я не знаю, счетная палата или какие-то другие органы власти проверяли это. Кстати, возвращаясь к... А там, по-моему, 180 миллионов лет бюджет или сколько там? Да, по-моему, больше даже. Я хочу возвратиться вот к этой идее «Молдова-3» общественного телеканала. И на этих слушаниях мы говорили, смотрите, аж почему до сих пор то же самое общественное телевидение не открыло свою студию в Камрате или не открыло в Бельцах. Почему они не могут сделать, к примеру, в Румынии есть ТВР Яш, ТВР Клуж, почему они не могут делать передачи? Они даже за те деньги, которые сейчас им даются из бюджета. Опять же, подытожим, мне кажется, это плохая идея. Было бы, конечно же, правильно, если бы они от нее отказались и попытались... Вложить деньги в другое. И то, что вы говорите, тот механизм, это производство контента для социальных сетей, правильно понимаю? Да, то же самое, да. Я это говорю, окей, если есть лишние деньги, давайте мы будем продвигать в социальных сетях, там, где есть люди. Люди сейчас, к сожалению, в ТикТоке, в Телеграме, давайте мы тоже туда проникнем с объективной информацией, давайте вложим деньги для того, потому что российская пропаганда это делает. Но, конечно же, безмерно большие суммы. Тогда давайте... Они могут позволить себе содержать и телевидение, и проникать и в ТикТок, и в Телеграме, и так далее. Именно там правильно. огромные деньги. То есть, да, как бы, и это как бы... Кстати, тоже вкладывает государство, обратите внимание. Да, и это есть такая поговорка, как попытаться сбить самолет, как это называется? Рогаткой. То есть это вообще эффективности будет 0. Гагаузия. С информационной точки зрения. Там очень много проблем. То есть, как бы, если говорить про Республику Молдова в целом, то тут проблемы с российской пропагандой, с ее проникновением и доминированием, они, безусловно, есть, и оно видно по социологическим опросам, да. Но Гагаузия — это такое черная дыра с этой точки зрения, куда Республика Молдова еще, мне кажется, не пришла с информационной точки зрения. И Российская Федерация там доминирует. Это и проблема кабельных сетей, которые, кстати, до сих пор транслируют российские каналы. Да, они убрали некоторые очень токсичные каналы, но проблема в том, что нет ни одного нетоксичного российского канала. Допустим, на сегодняшний момент, да. Даже если речь идет о, допустим, каком-то канале, который 24 часа крутит кино. Или даже канале, который 24 часа крутит спорт. Там везде проникает российская пропаганда, российская нарратива. Но есть еще одна проблема. Это проблема общественной телерадиокомпании, которая фактически, попав в руки
ОПГ ШОР сегодня используется как инструмент по распространению дезинформации. Как вы относитесь к этой проблеме и как ее, с вашей точки зрения, можно решить? Можно ли вообще? Да. Конечно же, грустно, что ситуация на медиарынке гагаузской автономии такая, которая она есть на данный момент. В определенные периоды, еще 10-15 лет назад, у меня были более оптимистичные прогнозы относительно того, как будет развиваться медиа в Гагаузии, потому что было очень много хороших журналистов, которые пытались, в том числе на общественном телевидении. Да. Был определенный период времени, когда общественное телевидение было более или менее... Да, оно не блестело, я не знаю, там такими большими крупными проектами, но это была общественно значимая информация, там была однозначно. Критика, в том числе местных властей, и представление разных точек зрения, потому что в этом суть всего общественного телевидения. И у меня еще несколько лет назад были более оптимистичные взгляды на это, но на протяжении последних 3 лет я для себя абсолютно точно решил, и это не моя прихоть. Эти выводы основываются на результатах мониторинга и тех действий, которые предпринимаются на уровне наблюдательного совета и на уровне телерадиокомпании ГРТ. В общем, я для себя сделал вывод, что это вообще не общественная телекомпания. Если бы это зависело от меня, я бы отозвал лицензию этому телевидению. Недавно вы не были так категоричны, мне кажется. Да, потому что ситуация ухудшается, к сожалению, да. И это телевидение не отвечает принципам общественного телевидения. Если ШОР хочет себе сделать телевидение, пускай он попытается сделать себе в рамках молдавского законодательства, конечно же, в Гагаузии какой-то телеканал, но пользоваться публичными деньгами в такой манере, в которой это сейчас происходит, и учитывая то, что даже после решений Координационного совета по телевидению и радио, который последний год на очень крупные суммы оштрафовал ГРТ, в том числе за дезинформацию. Недавно тоже был штраф, но за другие нарушения. Да. И то, что не меняется редакционная политика для того, чтобы соответствовать общественному телерадиоканалу, это доказывает, что в принципе этот телеканал был полностью захвачен. И мне очень трудно понять, почему некоторые бывшие коллеги из этой телерадиокомпании не протестуют против состояния дел, нынешнего состояния дел. Я понимаю, что некоторым некуда идти, хотя я думаю, что если это хорошие журналисты, они всегда смогут найти себе работу в других средствах массовой информации. Но тот факт, что не существует внутреннего отторжение, сопротивление в компании, это только удручает. А как вы думаете, пойдет ли КСТР на то, чтобы... Не КСТР, Совет по телевидению и радио, да? Нет. СТР, да? Скорее всего, Совет по телевидению и радио не поддержит идею отзыва лицензии публичного телевидения. Это был бы еще один повод для местных гагаузских политиков, чтобы утверждать, что вот Республика Молдова нас глушит и дискриминирует и пытается лимитировать права автономии. Скорее всего, они не станут этого делать, но нужно ожидать, что в особенности в предстоящей предвыборной кампании ситуация ухудшится на этом телеканале. Скорее всего, будут дополнительные штрафы, потому что из того, что сейчас дает в эфир этот телеканал, абсолютно точно понятно, что они не собираются ни в коем случае менять свою редакционную политику. Люди, которые являются даже не журналистами, это пропагандистами, будь то местные пропагандисты или те, которых из других шоровских компаний там делают какие-то передачи, они будут продолжать навязывать повестку дня шоровскую для жителей автономии, для того, чтобы повлиять на ход выборов. Скорее всего, это будет означать, что Совет по телевидению и радио будут давать еще штрафы этой телерадиокомпании, и жителям Гагаузии нужно понять, что этот штраф оплачивается в том числе из их денег, если они будут продолжать терпеть, потому что я не видел больших, кроме
дискуссий с некоторыми журналистами, которые не работают в ГРТ относительно того, что сейчас происходит, я не видел больших гражданских инициатив, громких инициатив для того, чтобы ситуацию изменить. А для этого нужно давить, конечно же, на депутатов Народного собрания. Они, к сожалению, тоже являются частью этой, как вы говорите, ОПГ. То есть они абсолютно точно проплачены и пытаются решениями, которые они принимают, содействовать повестке дня Шора. Скорее всего, прогнозы неутешительные относительно этого. Ну и напоследок, насколько оптимистичны вы или пессимистичны по поводу журналистики Республики Молдова? Но я пытаюсь всегда быть реалистичным. Мне кажется, что ситуация в журналистике Республики Молдова, да, и за исключением очень нерадостной экономической ситуации, у нас есть хорошие журналисты, у нас есть хорошие журналистские коллективы. В Молдове, вопреки всему, развивается расследовательская журналистика, как наши коллеги из разных журналистских тимов, команд, как они делают свои журналистские расследования и влияют, в принципе, на информирование людей, в том числе на предыдущие выборы. И я уверен, что они будут продолжать свою работу. Я в том числе уверен, что будет продолжаться поддержка качественной журналистики Республики Молдова со стороны Европейского Союза, и это вселяет определенный оптимизм относительно того, что произойдет с молдавской журналистикой в следующие годы. Да, перед нами стоят огромнейшие вызовы. Они, к сожалению, касаются того, что предвыборные какие-то кампании у нас постоянные выборы и постоянные стычки и с влиянием российской пропаганды. Я был бы счастлив, если бы журналисты Республики Молдова более активно боролись с феноменом российской пропаганды вообще, чтобы они более встречались со своей аудиторией и разъясняли, что такое пропаганда и как с ней бороться. И я уверен, что общими усилиями мы сможем уменьшить эффективность этой пропаганды в Республике Молдова. А если Республика Молдова станет с экономической точки зрения будет развиваться, то я уверен, что в следующие 5-10 лет мы сможем говорить о настоящих, устойчивых, со всех точек зрения средств массовой информации в Молдове, которые будут не так сильно зависимы от донорских денег, но будут продолжать давать людям общественно значимую и объективную информацию. Господин Маковей, благодарю вас за этот разговор. С удовольствием. Друзья, это был Петр Маковей, директор Ассоциации независимой прессы Молдова. Спасибо, что были с нами. Увидимся в следующих выпусках программы «Цена, свобода, плюс». До свидания.